Ну и вновь мы говорим о нашем любимом казанском цирке. И прежде всего я бы хотел спросить об этом замечательном здании. Как вот его называют в простонародье? Тарелка? Тарелка, летающая тарелка. Да, летающая тарелка. Просто я вот был недавно в Челябинске, видел примерно аналогичную тарелку, тоже здание цирка. Многих вообще по России. И все ли они одинаковые? Тарелки есть, летающие тарелки даже, как бы сказать, но они все равно не такие, как у нас в Казани, в Казанском цирке. У нас наше здание оригинально, это памятник архитектуры. Здравствуйте, дорогие телезрители! Исян Месес Хермат Эдуслар. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженный работник культуры Республики Татарстан и Республики Удмуртия, директор Казанского цирка Шарифуллин Дамир Минханович. Дамир Минханович, Исян Месес, здравствуйте! Рад встрече. Спасибо, что пожаловали к нам на нашу вкусную программу, да еще не с пустыми руками. Это клоун, это символ цирка. Позвольте. Без клоунов у нас не обходится ни одна программа. Клоун коверный, для чего он нужен в программе, не просто там веселить зрителей и все, и точка. Пока ставится реквизит, пока убирается реквизит, в это время паузы, чтобы не было, выходит клоун. Он не просто, так сказать, еще и мастерство свое показывает, в нем есть техническая необходимость. Я думаю, в нашей программе он точно не помешает, а наоборот вдохновит нас на вкусное блюдо. Дамир Шарифуллин, директор Казанского государственного цирка. Родился в городе Менделеевск, окончил Нижнекамское музыкальное училище и Казанский государственный институт культуры и искусств. В разное время работал заведующим музыкального отдела в Межсоюзном доме самодеятельного творчества, в отделе культуры комсомола и в аппарате Кабинета министров в отделе искусств. С 1993 года работает директором Казанского государственного цирка. В 1997 году ему присвоено звание заслуженного работника культуры, а буквально на прошлой неделе Дамир Минханович был награжден медалью за доблестный труд. Спасибо за подарок, но не менее отличный подарок вы принесли с собой. Это чудо-рыбу. Рыба называется судак. Да. Ловлю я достаточно недавно, можно сказать. То есть этого судака вы лично поймали? Да, поймал на блесну, на обыкновенную блесну. Естественно, используется в этой рыбалке обязательно наживка, называется, которая тюлька. Тюлька нарезается на 3 части, на тройник, и она и насаживается. Особенности национальной рыбалки в программе «Секрет татарской кухни». Но нас больше интересует, как мы его будем готовить и как называется блюдо из судака. Значит, когда начинаешь рассказывать, что я, в принципе, обычно готовлю, все говорят, это заливная рыба. Это не заливная рыба. Это, в принципе, холодец из судака. Итак, мы сегодня готовим холодец из судака. Дамир Минханович, рассказывайте, пожалуйста, нам, как мы это готовим. Вот рыбка. Рыбка почищена, Да. пропотрошенная. Вот она видна, все. Значит, начинаем с того, что готовим филе по возможности. Так, я пока в роли наблюдателя, прошу. Так. Значит, это делается следующим образом. Здесь мы делаем надрез до самого хвоста. То есть наша задача сейчас добыть филе, так сказать. Добыть филе, которое нам понадобится при изготовлении самого непосредственного блюда. Так, готовим филе. А вы, Руслан, пока подготовьте горячую воду. Именно кипяток, кипящая вода. То есть вот в этом казане потом мы будем Готовить. отваривать эту рыбу, да? Так, чтобы именно кипело. Ну, а самое главное нас интересует, где же вы взяли этот уникальный рецепт? Рецепт пришел сам себе. Дело в том, что очень часто мы готовим дома рыбные котлеты. Мы делаем это все таким же образом, готовим филе, это все через мясорубку или блендер, и, так сказать, добавляем, рыба должна быть разная, разнорыбиться. Из всего этого готовятся котлеты. Оставшаяся вот часть, все равно она как бы не использовалась. Ну, Для ухи? для ухи можно, да, но что-то хотелось попикантнее. Вот. Таким образом, это пришло само собой. Так, ну, Вот, во-первых, мне готово. кажется, а здесь подойдет любое мясо рыбы? Значит, в принципе, по большому счету любое, но рыба-судак такая рыба, от которой получается сам холодец, лучше, чем из других рыб. Это уже как бы вот вторая сторона, самое главное, вот по этой полоске мы разрезаем до кости. То есть срезаем мы с другой стороны также филе. То же самое, то же Дамир самое. Минханович, вот при вашей занятости, когда вы успеваете вообще готовить, а если и готовите, кроме этого блюда, что у вас в репертуаре, так скажем, в кухонном, домашнем? Больше ничего не готовлю. Честно признался впервые наш гость. Скажу честно. Но тем интереснее. Не готовлю, сказал, не то что специально, а по факту. Дело в том, что ровно 20 лет назад готовил все. И мясные, и рыбные блюда. Но потом вас пригласили в цирк, да? Нет. Это было в 1996 году.
Мы выехали на гастроли, я был руководителем группы цирковых артистов, и мы с ноября месяца 96 года по 1 марта 97 года находились на гастролях. Кухня японская своеобразная, вот, достаточно острая, и приходилось, исходя из этого, готовить самому. То есть Причем в Японии каждый день. цирковые артисты готовят сами. Они вообще всегда готовят сами? Цирковые артисты всегда сами готовят, потому что это, во-первых, занимает меньше в итоге времени. Условия даже в гримерках, в которых мы как бы находятся, вернее, артисты, они приспособлены для того, чтобы все-таки готовить самим. И потом достаточно немало артистов, они все в основном молодые, приезжают с детьми, и детей надо кормить часто, вкусно и А по-домашнему. вкусно приготовить можешь только сам. Да, совершенно верно. Кстати, новый 1997 год мы встречали в посольстве России. В посольстве России, в Токио имеется в виду, вместе с послом России, когда Андрей Николаевич Николаев был послом России, и с нами в гостях, с нами за соседним для начала столом встречали Новый год Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Хорошая компания была. Практически вот у нас готово филе, вот оно. Этого будет достаточно. Этого будет достаточно. Значит, оставшая часть мы делим, значит, отрезаем голову. Вот мы отрезаем голову. Но у нас, я так понимаю, безотходное производство, да? В принципе, да. То есть принципе, все, да. что есть в рыбе, мы все сейчас приготовим. Так. А какие-то дежурные есть блюда у цирковых артистов? То, что вот готовят все, быстро, вкусно. Ну, пожалуй, яичница стоит на первом месте, как и у всех. Как и у всех. Так, это делается. Все. Вода тем временем у нас уже закипела. Да. Прошу. То, что нужно. Мы начинаем закладывать эти куски рыбы непосредственно уже в кипяток. Берем сначала крупные части. Естественно, в первую очередь голова. Руслан, температуру можно не убавлять. Не убавляем, да? Не убавлять. Вот теперь следующий крупный кусок. Туда же. И То есть здесь и будет бульон для нашего холодца, я так понимаю. совершенно верно, да. Так, и 2 небольших кусочка к самому завершению. Пусть кипит хорошо. Потому что- Пока не солим, не перчим, закрываем. Да, пока закладываем. Что мы будем делать с филе? Филе можно провернуть через мясорубку, либо блендер. Можно, конечно, просто нашинковать и все, но все-таки, когда через блендер или мясорубку, там не остается мелких косточек, все-таки, чтобы было приятно кушать, так будет правильно. Итак, давайте возьмем блендер. Я думаю, в 2 захода здесь, да? Да, Примерно. минимум 2, наверное. Дамир Михайлович, расскажите, пожалуйста, нам, как вы попали все-таки в цирк? Тем более, вы же не учились в специальной цирковой школе, да? Нет, не учился. И это не обязательно, кстати. Понимаете, желание с детства было работать с животными. Дело в том, что я родился в поселке Бондиго, тогда он назывался ныне город Менделеевский. К нам тогда каждое лето приезжал зооцирк, зоопарк даже, я бы сказал лучше. Это показ животных, они находились все в клетках. Для нас, для поселковых мальчишек, это было, знаете, чудо. Да. И они каждый год приезжали, я каждый год ходил и неоднократно смотрел. Билет стоил примерно 10 копеек. Но это Это были хорошие это деньги. хорошие деньги, а хотелось несколько раз ходить, поэтому находились всегда лазейки, через которые можно было проникнуть, посмотреть в очередной раз. Лазейку я многим не говорил друзьям, но старался сам в день хотя бы по 2 раза сходить. Вот эта тяга к общению с животными, элементы дрессуры там тоже присутствовали, естественно. Такое вот оно в душе, в детской душе так осталось. И, в принципе, когда я уже более старшим стал, естественно, я вот учился, я закончил музыкальное училище в Нижнекамске в 1975 году. Так, пока. Ага. Ну, так как культура – это все-таки моя стезя, понял я, закончил музыкальное училище, далее поступил в Казанский государственный институт культуры, когда он То назывался. есть тогда мысли о цирке еще не было? Мысли о цирке они были, но они были очень далеки. Очень далеки. Да. Так, секундочку, мы сейчас провернем с помощью блендера первую часть нашего филе. Так. Пошло. Пошло. Процесс идет. Пошло. Так, первая часть филе готова. Эти кусочки, мне кажется, будут большие. Совершенно верно, Руслан. Немножечко, да? Мы их размельчим. поменьше кусочками сделаем, он будет легче проворачиваться, потому что сей процесс, он достаточно основной. Ну а мы продолжаем слушать историю о том, как же вы все-таки попали в наш любимый Казанский цирк. После Института культуры. Что было дальше? После Института культуры я работал в сфере культуры практически
с первого дня после окончания. Это был для начала Межсоюзный дом самодеятельного творчества, он назывался тогда. Далее пошла комсомольско-партийная биография. Это областной комитет комсомола, городской комитет КПСС. Вот тогда как бы уже, понимаете, можно ведь в комсомоле ведь до пенсии не проработаешь. Это понятно, молодежная организация. Вот. Ну и в партии тоже долго как бы задержится. После партии городского комитета КПСС, когда партии не стало, я поработал в правительстве Республики Татарстан референтом отдела культуры в кабинете министров. Ну вот тогда как бы уже конкретно уже появилась и возможность, и желание. Директор Казанского цирка должен был уйти на пенсию, и он ушел на пенсию в 73 года. Вот. Ну, я приступил с 1993 года уже к обязанностям директора цирка. То есть прошло уже 4 доходит. 24 года. 24 года. Почти четверть века. Итак, вторая часть филе у нас готова. Сейчас мы ее соединим с первой частью. Кстати, отлично получилось. Но будет 1 к 1, как Все-таки- обычно у меня бывает. Все-таки вариант с блендером очень даже нам подходит. Что у нас с бульоном? Бульон можно начать солить, но я рекомендую все-таки это сделать не в один этап. Мы кладем для начала соль. Большая ложки будет достаточно, да? Вот для начала положим чуть больше половины, потом попробуем и определимся дальше, что будем делать. А что будет дальше, дорогие друзья, вы узнаете после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это программа «Секреты татарской кухни». Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни», и у нас сегодня рыбный день. Готовим мы холодец из судака вместе с директором Казанского цирка. Дамир, спасибо большое, что вы пришли к нам. Все у нас готово практически. Ну как готово? Здесь у нас бульон для нашего холодца. Здесь филе, которое мы сделали в блендере. Но есть еще время, пока наша рыба готовится. Да. Я предлагаю сделать салатик. Очень легкий салатик, так как артисты цирка готовят сами. Я думаю, этот рецепт и вам пригодится. Все очень просто. Капуста, огурцы и давайте возьмем красный, желтый перец. И будет у нас оригинальная заправка для этого салата. Все режем соломкой. Да? Так, ну, рецепт салата от меня, а с вас какое-то название оригинальное? Ну, назовем его парад алле. Это по-нашему, по-цирковому, то есть парад Отлично, алле. есть название. Приступаем. Приступаем. Так, все режем соломочкой. Да. Ну и вновь мы говорим о нашем любимом казанском цирке. И прежде всего, я бы хотел спросить об этом замечательном здании. Как вот его называют? Простонародье, тарелка? Тарелка, летающая тарелка. Да, летающая тарелка. Просто я вот был недавно в Челябинске, видел примерно аналогичную тарелку, тоже здание цирка. Многих вообще по России. И все ли они одинаковые? Тарелки есть, летающие тарелки даже, как бы сказать, но они все равно не такие, как у нас в Казани, в Казанском цирке. Дело в том, что само здание как бы состоит из 2 тарелок, нижняя и верхняя. В данном случае, если речь вести про тот же Челябинский цирк, и у этих 2 тарелок внутри, в Челябинске в частности, есть подпорки, колонны так называемые. То есть опора верхней тарелки все-таки на эти, будем говорить, опоры. Чего нет в Казанском цирке. У нас наше здание оригинально, это памятник архитектуры. Когда строилось здание, отдельно была изготовлена на месте, естественно, залита нижняя часть тарелки, и параллельно на выступах и на подпорках, вернее, изготовлялась вторая часть, верхняя часть. И когда уже верхняя часть была готова, но она держалась на 4 подпорках, эти подпорки срезали, и верхняя тарелка на расстоянии 7 сантиметров села на нижнюю часть тарелки. Все. И сколько лет стоит уже это наше здание? 50 лет ровно. 50 лет зданию Казанского цирка. Поздравляем с юбилеем. В этом году 50 лет. В этом же году начинается реконструкция нашего Казанского цирка. После завершения вот этой вот программы, которая у нас в настоящее время работает, королевское шоу Гия и Радзе, цирк закрывается после 23 апреля на реконструкцию. То есть цирк работать не будет. До следующего года. До 15 декабря ориентировочно этого года. Юбилей у нас отмечается в декабре. Вот к этим срокам как раз планируется завести дело до конца. Дамир Михайлович, отдельно хочется сказать про наш любимый цирк, что ведь у нас всегда практически полный зал. Где секрет популярности? Секрет, в принципе, объясняется, можно сказать, 2 моментами конкретными. Главный момент в том, что в России 37 цирков. Всего. Да.
не считая 2 московских цирков, Ижевский, Казань, как я сказал. Туда едут готовые программы во все российские цирки. Значит, есть директор, ему присылают программу, он размещает, организует рекламу и так далее. То есть он эту программу изменить не может? Изменить он ее не может и не имеет права. В отличие от них, мне в этом плане проще. Я смотрю программы, естественно, заранее, не день премьеры, там, а заранее, там, за месяц, полтора-два. Я отказываюсь от каких-то номеров, предложенных мне компанией «Росгосцирк», и вставляю туда, в эту программу, уже более сильные номера, которые понравятся нашему казанскому зрителю. Кстати, можно сейчас посолить немножечко нашу капусту, ее примять. Она от этого будет очень сочной. Прошу. Так, Что мы, в принципе, и делаем. Самое главное, не переборчить с солью. Так, аккуратненько Так, еще рассыпаем, порежем аккуратненько рассыпаем. Так, убираем и мнем немножко. Переворачивать надо немножко, чтобы она равномерно пропиталась соль. А, кстати, каких артистов должно быть больше в программе? Акробатов, клоунов, животных? Или должен, наоборот, это вот симбиоз быть всех вместе? Значит, при составлении программы обязательно надо учитывать то, что, первое, не надо повторять жанры, которые работали в предыдущей программе. Если там был воздушный полет в ноябре месяце, вот, то в декабре желательно полет зрителю не показывать, воздушный полет. Если, условно говоря, были даже очень хорошие слоны, то слонов тоже все время Надо показывать. вести львов. Да. Вот. Потом еще один момент присутствует, я могу сказать, он очень сильно отличается от всех цирков, включая даже московские. Наш зритель очень любит лошадей. Это, по всей видимости, где-то в крови. Да, у нас Вот, понимаете? Они все любят лошадей. Смотришь джигитов в цирке Никулина в Москве, их вот принимает вот так-то зритель. А как принимает тех же самых джигитов в Казани, то это намного теплее. А тем временем все у нас готово. Я предлагаю сформировать салатик. Так, я сейчас заправочку сделаю. Для заправки у нас будет уксус. Чуть-чуть. Чайная ложка сахара и растительное масло. Так, а вы можете перекладывать уже капусту вот. Я советую нам по очереди как-то делать, чтобы Всё это было вместе, легче перемешивать. Я капустки, вы морковки. Так, сейчас мы это все перемешаем. Так, заливаем. Ну и все, что у нас осталось, также помещаем в нашу общую тарелочку. Так, ну и осталось все тщательно перемешать. Сейчас я еще приложу остатки. Да, безотходное производство. Да, вот, все, теперь все. Так, ну и чтобы придать салату пикантность и немножко оригинальности, мы добавим туда чуть-чуть. Клюквы. Чуть-чуть клюквы. Да. Так, отлично. Клюква, как правило, всегда не только украшает, но и придает пикантность любому холодному блюду. Салат, кстати, готов. Салат «Парад Алле». Капусту тонко нашинковали, посыпали солью и слегка перетерли руками. Болгарский перец и огурцы нарезали соломкой, зелень мелко нашинковали. Отдельно приготовили маринад. Для этого смешали в небольшой емкости подсолнечное масло, уксус и сахар. Все подготовленные ингредиенты пересыпали в салатницу, добавили немного клюквы, полили приготовленным маринадом и хорошенько перемешали. Ну а сейчас мы переходим к финальному моменту приготовления холодца из судака. Вот у нас рыба. Да. Эту часть рыбы можно тоже отдельно потом поесть. Покушать. Но нас интересует бульон, который мы процедили и вновь вскипятили. И в этот бурлящий бульон мы добавляем Филе судака, которое у нас прошло через блендер. так, Понемножку, прям понемножку мы кипящий туда по чуть-чуть, кладем, да. Температуру можно не убавлять, потому что сейчас меньше будет кипеть. Ну а мы продолжаем разговаривать о Казанском цирке, о нашем любимом Казанском цирке. И в этом цирке уже 20 лет существует на радость всем нам цирковая школа, выпускники которой даже работают в цирке Дю-Солей. И не только. И не только. Похвалитесь и расскажите о этой школе. Расскажу с удовольствием. Дети – это всегда радость. Детская цирковая школа тоже радость. Цирковой в школе в прошлом году исполнилось 20 лет. Достижений очень даже немало. Совершенно недавно, буквально месяц назад, мы вернулись с фестиваля в Монте-Карло. Это самый главный цирковой фестиваль в мире, на который съезжаются для участия в фестивале самые лучшие со всего мира. В этот раз на фестивале присутствовало 12 стран мира. Значит, наши дети
воздушная трапеция, двойная воздушная трапеция заняла бронзовую медаль. Это, Поздравляем. значит, заслуг много. Мы также принимали участие в фестивалях и в Ижевске, и в Китае, и в Москве, и в Италии. Никогда практически пустыми не приезжаем. Это нам очень приятно. Мы показываем наше искусство, наши достижения. Мы представляем честь республики на этих международных фестивалях и всегда приезжаем то с серебром, то с бронзой, иногда и золотом. Ну а сейчас, дорогие телезрители, самый интересный момент приготовления холодца и судака. Внимание. Сначала мы филе, да? Всё Да, правильно. уже близко к завершению. Да-да-да. Аккуратненько. На ту посуду, в которой вы хотите, чтобы у вас получился холодец. Все это выкладываем. И мы приготовили чесночок, который также... В завершающем этапе, когда уже все будет разлито. То есть, в принципе, процесс тот же самый, что и с мясом. Совершенно верно. Совершенно верно. И сейчас остается нам все это залить Да. бульоном, который, кстати, в общей сложности мы отваривали минут 50. В общей сложности, В общей да, сложности, в общей да. сложности 50 минут. Есть поговорка: рыбу перевари, мясо не завари. Она То есть, правильная. в данном случае рыбу лучше переварить. Совершенно верно, особенно речную. Так, и чесночок, да, посыпаем? Чесночок в самую последнюю очередь, когда вы уже дольете до конца, мы используем чеснок. Чеснок даже желательно сверху присыпать минут через 10, Когда остынет. когда немножко остынет, чтобы чеснок не сварился. Сваренный чеснок, он имеет другой вкус, а сырой совершенно другой. Тем более для такого блюда чеснок нужен все-таки поострее. Так, ну до конца заливать не будем. Все, да, отлично, отлично. Мы посыпаем все Чесночком. Ну, в нашем варианте мы посыпаем сразу. Сразу. И отправляем, как обычно делают, на балкон. Там Да, еще до сих зимой пор. на балкон. Зимой на балкон, в нашем случае в холодильник. И, дамы и господа, вы не поверите, но уже через мгновение мы попробуем и салат, и холодец. Холодец из судака. Судака разделали на филе, остатки рыбы поместили в кастрюлю с кипящей водой, приправили специями и варили 30-40 минут. Затем рыбу достали, а бульон процедили. Филе рыбы нарезали на небольшие кусочки, измельчили при помощи блендера и отправили вариться в процеженный бульон на 25 минут. Далее рыбное филе достали из бульона и поместили на дно формы для холодца. Сверху филе залили бульоном, посыпали измельченным чесноком и отправили в холодное место на 3-4 часа. Дорогие телезрители, если не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Дамир Михайлович, посмотрите, какой мы стол с вами организовали. Прекрасно, все красиво и вкусно, я надеюсь. Но насчет вкуса надо проверить. Я предлагаю сейчас попробовать наш холодец из судака первым делом, а потом уже салат. Внимание. Дамир Михайлович, я честно хочу сказать вам, вы мне угодили на 100%. Во-первых, я люблю холодец, я обожаю рыбу судака, честно. И впервые ем холодец из рыбы. Браво! Друзья, обязательно попробуйте этот рецепт. Удивите гостей, особенно тех, кто любит вкусную речную рыбу. Ну а сейчас салатик, прошу, по моему рецепту. Надеюсь, он тоже понравится. Тоже легкий, вкусный, весенний. Салат парат алле. Парад удался. Парат удался. Вкусно? Вкусно. Нежно. В завершение программы, уважаемый Дамир Михайлович, я вас искренне благодарю за то, что нашли время. И самое главное, приготовили вот это чудесное блюдо. Большое спасибо вам за вашу работу, благодаря которой наш цирк живет, цветет и дарит радость нашим детям. Большое спасибо. А это была программа «Секреты татарской кухни». И мы сегодня готовили, как всегда, только для вас. Смотрите нас каждый день на канале ТНВ. Слава Богу, Пока-пока.